Скалолазание часто ассоциируется как экстремальный вид спорта. Так происходит, потому что мы с вами часто путаем альпинизм и скалолазание. Давайте четко разграничим два этих совершенно разных вида спорта, чтобы понимать, о чем вообще сегодня пойдет речь. Альпинизм – это горы, это длительные дистанции, заснеженность, часто плохие погодные условия и множество тяжелой артиллерии, оборудования. А скалолазание – это горы. Дистанция приблизительно в среднем 15-30 метров. Это комфортные, проверенные маршруты и наличие страховки. Получается, что скалолазание – это безопасный вид спорта. Сегодня я буду учиться лазать по скалам. Испытано на себе. Дорогие телезрители, я хочу вас познакомить с человеком, который будет сегодня меня обучать. Это опытный тренер Григорий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, глядя на эту высокую скалу, если честно, страшно. Скажите, это у всех такие эмоции? Конечно. Да. Когда я сам тоже начинал, у меня тоже такие же ощущения были. Но и когда я учился, было еще больше, не, то есть выше. Я учился в Москве, там вот именно по стандарту был намного выше. Сколько у нас здесь метров сейчас? Здесь у нас 8 метров, но он такой ниже стандарта, да, для учения самое. Угу. А я еще заметила, что тут по цветам различается. Или это просто? Трассы сложности. Да. Мы сегодня будем лазать по зеленой. Это у нас самая легкая. Тут зацепа больше. Так, а самая сложная это какая? Ну, самое сложное это с наклонами. Да, вот красная, фиолетовая и желтая вот эта. Угу. Чуть сложнее. Мы, например, тут все идет по квалификации, да? Угу. То есть по уровням сложности, и каждая трасса имеет свой уровень сложности. Вот зеленый мы как раз самая легкая, будем заниматься там. Так, ну визуально кажется, что тут больше 8 метров, если честно, или у страха глаза велики, не знаю. А правила безопасности я никогда не занималась, что важно понимать? Так, за веревку не держимся, да? Стараемся руки выставить вперед, ноги выставить вперед, да? То есть там, где мы будем лезть, да, лазать, она имеет именно такую прямую, да, структуру, то есть нет углов и так далее, поэтому при спуске надо будет как бы шагами назад идти, чтобы не зацепиться за зацеп, да, руками, ногами, поэтому очень осторожно, потихонечку, ну я буду вам объяснять, как надо. А для чего вообще сейчас здесь веревка вот эта висит? Веревка – это наша страховка. Я буду вас страховать. Снизу наденем на вас веревку, да, переднюю часть. Я буду вас страховать через восьмерку. То есть вы физически будете держать, можно сказать, да, меня? Да. Ясно. Хорошо, это уже хорошо, что вы будете меня страховать. А какие-то приспособления? Так, ну, давайте сразу покажу на себе, да. Это страховочная система, да? Страховка, обвязка называется. Ну, и она используется в спортивном туризме, в скалолазании, да? И имеет неразделимые две части, верхняя, нижняя. Бывают обвязки отдельно верхняя, отдельно нижняя. В основном в скалолазании используют именно нижнюю обвязку. Но мы сегодня будем использовать, так как у нас секция спортивного туризма, да, мы в основном используем именно верхнюю. Потому что мы здесь имитируем такие упражнения, как подъем, спуск, траверс и скалолазание, скалодром мы используем именно по этому назначению. Так, покажу, как одевать. Так, это верхняя часть, там где у нас есть петли. Одевается вот так вот вперед, ножки, и ноги сюда. Так, Хорошо. Она по размеру прям регулируется, да? Регулируется универсально. И теперь вторую. Вот так вот. И одеваем как комбинезон. Так вот.
будем настраивать. Вот эту часть вверх поднимаем. То есть сколько она вообще выдерживает? Имеется ли ну, вот, какой-то определенный Да. диапазон вообще для скалолазов? Ну, Весовой. вообще, весовой, Мгм. весовой, конечно, есть, да. Сейчас я вам покажу карабины, которые у нас разделяются по весу, например, да. И вот эта обвязка тоже имеет свой стандарт. И вот этот, он у нас имеет стандарт до 100 килограммов удерживает. До 100 килограмм? Да. Это Ну и- именно вот этот? Да. А в целом, ну, в общем, точнее, если взять, то Ну, до какого веса ну, можно... да, зависит от именно обвязки. Да? Есть обвязки, которые очень крепкие. Вот этот, например, он используется именно в спортивном туризме. Он крепкий. И сейчас покажу, на какими стандартами они делятся. Как они рассчитывают. Покажу на карабинах. Да, карабины. Ну вот он. КН, да, килоньютон, 50-10. Да? Это именно вот, он выдерживает почти 5 тонн, вот этот карабин. Да? Именно не в одном длительном натяжении, а резком натяжении он удерживает. Верно так. Это вертикаловский, да, имеет свои стандарты. Вот он, УЯ, да, и вот этот на 22 килоньютона. Примерно 2,2, да, как бы 2 тонны выдерживает. То есть ограничений нет, прямо, да, скажем? Ну, Есть только моменты по вот именно Да, по специальному. оборудованию, да. Да? То есть нужно подбирать под себя, и все как бы, да? Это хорошо. Так, мы будем подниматься по восьмерке. Ну, привычно для меня, как для спортивного туриста, да. Тут уже 3,5 тонны. И будем использовать карабины на 50 килоньютонов. Они удерживают у нас 5 тонн. Да. Закреплять будем на веревку. Перед тем, как будем подниматься, я вас буду учить видом хватов и видом передвижения, да, чтобы у вас была база и вы смогли как бы понять, как надо подниматься Ага. и как эффективно сохранять свою силу. Давайте покажу. Испытано на себе. Передвижению и видом хватов. В основном мы используем закрытый паз и именно верхнюю часть. Паз таким образом. И мы передвигаемся именно так. Встаем на носочек. Используем в основном скальные туфли, да, скальная обувь, да, скальники называются. И они имеют именно, вот, например, мои кроссовки, обычные трекинговые, они имеют именно более твердую подошву, да, которая подходит для скалолазания. Например, мягкая будет скользить, да, поэтому на носочек. Да, в основном мы ставим вес на носочек, на пятку или на середину. Вот у меня скользит как раз. Вот. Надо будет прям чуть-чуть угол менять. Вот так, да, наверное, как-то? Ага. И смотрите, держимся хватом. Да? И надо использовать правильно вес. Да? Поближе к стене, да? И вес, например, у меня сейчас стоит на ноге. Да? И рука у меня прямая. То есть если вы руку сгибаете, это как статика, да? То есть статическое движение идет, и мышца быстро забивается. Поэтому надо руки выпрямлять. Я, например, вот эту руку могу отпустить, так, отдохнуть. И передвижение они... Сейчас мы будем передвигаться просто боком. Так, оп, переставляю ноги. Вы можете это делать в прыжке. Вам надо будет до зеленого дойти, спуститься. Угу. То есть вот 3. Да. Хорошо, попробую. Снова. Так, я подозреваю, что мне будут мешать ногти. Да. Это правда, да? Вот, все сегодня против меня, обувь неподходящая, длинные ногти. Одну руку сюда, Сначала сюда. одну сюда, А, вот так. вторую сюда. Так, Да, и вторую туда. ну что ж, Это старт. с Богом. Видите? Ага,
Молодцы. Идем дальше. Так? Да. Вот тут еще надо понимать, как логически, да? Надо боком, чуть боком. То есть надо будет развернуться и идти боком. Ой, тяжело мне. И что сейчас Надо делать? будет сейчас заменить. Как я могу это сделать? Это, Вам не хватает длины, конечно. да? То есть мне нужно перебросить эту руку туда, Ага. на синюю. И замени правую. Если я отпущусь, я упаду. Вот, вот, вот. Ага. Так. Переставь руку. А это я буквально полметра от земли. Я уже не знаю, что мне делать. Так. Молодец. Чуть-чуть осталось. А эту руку сейчас мне куда нужно поставить? Ты можешь вот так вот держать чуть-чуть с края и положить туда вторую руку. И переставить. Так. Вот, молодец, быстро учишься. Ага, теперь что? Надо ногу Я не могу. спустить пониже. Так. Да. Ага. И заменить руку. Правую надо переставить. Правую руку переставить сюда. А, это левая. Да, да, это левая. Куда, сюда? Вот, и левую тоже надо переставить. Вот. Я сейчас упаду. И ногу поменять. Я не могу. Перешагни. Правую давай сюда. Вот. Молодец. Я падаю. И левую сюда. Вот, молодец. И спускайся. Вот, и спускайся. Хочу, чтобы вы понимали, помимо того, что ты работаешь физически, да, тяжело, в принципе, держаться над землей за вот такие маленькие штучки. Нужно еще логически мыслить, продумывать свою тактику на ход, наверное, даже вперед, правильно? Вот так вот. Скалолазание – это не просто по скалам лазить, да? Это еще и думать надо. А, кстати, вот возрастной диапазон. Дети маленькие приходят? Но в основном тут у нас занимаются именно студенты. Только наши Студенты. Да, студенты университета. Но есть в школах, да, в второй школе, да, например, МАШ, например, есть. Там дети ходят, начиная с 5-4 класса точно ходят. Ну, у них есть преимущество, мне кажется, да? Они более ловкие, Да. гибкие, и как-то все, наверное, это... Да, так. Легче подниматься, они быстрее поднимаются. Так, и сейчас давайте я вас научу переставить ноги, как переставлять ноги. Иногда нам приходится прыгать, например, да? Сейчас покажу. Ну, покажу, как мы прыгаем. Сейчас ваша задача ставить вот так вот, да? Потянуться. Так. И переставлять. Мгм. Так. Да. Так, еще разок. Для того, чтобы подняться, надо вот этой ногой чуть-чуть оттолкнуться. Подпрыгнуть как бы, да? Ну, Выпрямить ее и дотянуться. сначала сюда. Ногти страшно мешают. Да. Очень сильно. А есть, бывают какие-то специальные накладки на руки? Или это наоборот, чтобы сцепление было хорошее, нужно именно голые пальцы? Да. Нет никаких специальных приспособлений, только магнезия и все. Магнезия – это специальный порошок, да, чтобы руки не потели? А почему я на синий? Самая легкая же зеленая. Но здесь именно охват очень хороший. Ага. Научиться именно. Наоборот, да? Можешь подняться по зеленой, так вот используя вот эти. Чуть больше будет. Давай вот так сделаем. Держишь отсюда, ногу ставишь, надо будет повыше подняться. Да, и одним движением, то есть здесь идет такое движение. Ногу выпрямляешь и дотягиваешься. В основном, чтобы руки не уставали, надо работать ногами. Так, это вы хотите, чтобы я вот из такой позиции до туда достала? Одна рука сюда, и ногу поднимите, и левую ногу надо будет поднять. Вот, все, и идешь. Куда?
Ухвати, сделай двумя руками этот хват. Вот. И перемешай. Молодец. А теперь? Теперь сюда. Вторую сюда. И начинаешь делать то, что я показываю. То есть переставляешь ногу сюда и прыгаешь. При этом вес надо чуть-чуть. Так, что я должна? Стоишь, вот, да? Твоя задача потянуться, поменять ногу в середину, да? Опять же вытянуться. Вот. Спасибо. Вот. Когда меняешь, надо руки выпрямить и присесть. Вот. Прыгни. Руками помогай. Вот. Можно слезть? Да. Я там сильно высоко, нет? Нет. Смотри, при работе на скалодроме надо использовать силу ног. Да? А руками просто поближе к стене. Работа ног идет. Просто работаешь. Здесь покажу именно как работает. Смотри, я руками почти не... То есть работает у меня ноги. И именно центр тяжести, да, надо использовать и поближе к стене. Когда будет чуть-чуть время, чтобы чуть подумать и Куда взяться, да? Откуда взяться. Поэтому центр тяжести вперед. И если мы не дотягиваемся, то мы используем прыжки. То есть то же самое, да, сила ног, чуть-чуть присели и прыгаем. Ну, я думаю, что мне для уверенности не хватает страховки. Мешают ногти, как я уже сказала, и у меня очень скользкая обувь. Сейчас уже будем лезть. Он зеленый. Здесь уже есть карабин. Я буду вас страховать и помогать. Не боимся. Все, перед тем, как лезть, мы всегда проверяем свою страховку. Сейчас я буду одевать. И делаем второй карабином. Делаем страховку. Дополнительно. Это у нас муфтованная, механическая. Это у нас полуавтомат. Они сами закрываются. Поэтому ни в коем случае не держимся посюда. Можете просто снять. За веревку тоже не держимся. Руки вперед. И потихонечку есть назад. Хорошо. Поняла. То есть, когда я буду спускаться, я практически не держусь. Просто отталкиваетесь от стены. Просто отталкиваюсь от стены. Хорошо. Ой, высокая. Если в целом говорить про скалолазание как вид спорта, то на физическую составляющую человека как влияет? То есть прорабатывается, мне кажется, все группы мышц сразу, да? Плюс развитие координации, моторики тоже, я думаю, да? Ну и логическое мышление тоже включается. Испытано на себе. Так, твоя задача дойти до метки и спуститься. Тихонечку я буду помогать, не паникуем. Тихонечку, если устанешь, скажешь, я устала, руки отпускаешь, ногами опираешься на стену, просто вот так стоишь, стряхиваешь, чуть-чуть отдохнешь и дальше продолжаешь. Боже мой, мне страшно. Ну давай, я верю в тебя. Так, ну что ж, началось мое испытание. Самое главное не паниковать, успокоиться и понимать, что страховка присутствует. Вы, если что, меня спасете. Правда? Все. Поехали.
Так. Нет. Давайте меня вниз. Отпускайте, пожалуйста. Вот так, да? Первая попытка не увенчалась успехом, но я не остановлюсь. Я очень хочу до туда добраться. А виной всему, я повторюсь, опять же, мой маникюр, который нужно было, конечно, устранить. Так, тихо, стоп. Сейчас. Так. Так, секундочку. Секундочку. Ой, я отдышусь. Все. Так, можно мне руки отдохнуть немножко? Отпущу? Отпущу руки? Да, руки устали. Отпускаю, да? Поехали. Ой. Они неудобные дальше-то. Так, секундочку, секундочку. Матушки, батюшки, я вас не слышу. Ага. Ай. Как высоко. Настолько высоко, что я плохо слышу вообще тренера, чтобы вы понимали. У меня осталось совсем немножко, да. Поехали. Ой. Да, я это сделала. Теперь спускаемся, как учились, да? Мамочки, как страшно. Можно ли считать это победой, преодоления, да? Да. Себя самой, если вы мне очень помогали? Можно ли? Честно скажите. Ну, да. Да? А мне кажется, нет. Давайте усложним задачу, потому что не осталось у меня чувства такого, удовлетворенности, да, что я действительно смогла и справилась, потому что вы мне очень сильно помогали. Вы меня подтягивали, и поэтому, я думаю, это нечестно. Давайте усложним задачу. Давайте. Я не буду помогать. Веревка у вас будет свободная. Веревка будет свободная, вы не будете меня тянуть, но страховать как бы будете, если я сорвусь. Да. Все хорошо. И, если устанешь или руки будут срываться, ты говоришь срыв. Я успею на это реагировать. Хорошо. Хорошо? Да, хорошо. Если отдыхаешь, скажешь. Хорошо? Да, Держи. давайте. Держи, отдыхаю. Хорошо. Готово? Нет. Секундочку. На самом деле очень классное чувство, когда ты там уже на вершине, смотришь так вниз, тебе максимально страшно, но как бы все равно собой немного гордишься, что ты смог. Но опять же, я понимаю, что мне очень сильно помогали, поэтому все, я готова. Давайте теперь без помощи. Страховка готова. Да. Начинай. Я не успеваю сказать срыв. У меня первая реакция – это крик.
Чуть сложнее, да, когда они помогают? Конечно, не чуть, а сильно сложнее. Сильно сложнее. И моя ошибка в том, что я не думаю. Я просто взбираюсь. А важно думать и анализировать, а у меня вот неправильное Подобрать правильный восприятие. Да, Путь и... да, ну думать это в принципе на меня не похоже. Поэтому да, я так себя и веду обычно. Вижу цель, не вижу препятствий. Они еще предательски разные. Так. А можно соседние использовать? Как мне? Кто подобраться? Повыше поднять правую. Правую ногу? Правую ногу. И как же ее повыше-то поднять? Левую опусти или так. Смотри, куда тебе тянуться, как бы. И правую. Смотри. Это у меня не получается. А вот это она какая? Кругленькая тоже, да? А та какая? Не слышу! Не слышу! С углублением. А, отлично. Вот эта штука, она мне прям в глаз лезет. Да. Можно отдохнуть? Да. 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 Еще немножко, да? Давай, Таня. Да. Да. Я это сделала. Все, спускаюсь. Отсюда? А как приземляюсь на ноги? Хорошо. Отталкиваюсь. Прыгаю. Сейчас. Сейчас. Раз, два, три. Ай-яй-яй. Что теперь делать? Развернись. Обратно? Назад? Так, оп. Да. Так, а я же потом отпружиниваюсь и ударяюсь. Ногами. А, просто нужно ногами себя отталкивать. Раз, два, три. Оп, и ногами. Вот. Вот, молодец. Отпустите меня, пожалуйста. Спасибо. Как ощущения? Встали?
Ощущения очень такие, даже не могу подобрать слов. Адреналин. Но когда спускаешься, да, вот таким методом, прыжками, как-то уже чувствуешь себя как на карусели, грубо говоря, и такой прилив позитивных эмоций. Когда поднимаешься, конечно, страшно, максимально страшно смотреть вниз, несмотря на то, что здесь не супер высокая высота, здесь всего 8 метров, но тем не менее для меня, как не для подготовленного человека, это достаточно высоко. Тем более присутствует такая небольшая фобия, боюсь высоты, и поэтому, да, страшно. Но когда ты сумеешь через это переступить, как-то становится приятно очень. То есть ты борешься со своим страхом, ты его преодолеваешь, и впоследствии даже можешь гордиться собой, что вот ты сумел, в данном случае сумела такое. Руки очень сильно болят, руки намного, лично у меня, больше включены в работу. Сейчас забились руки, ноги нет, я бы не сказала, и очень колотится сердце. Но это уже от страха. Классно, мне очень понравилось. Испытано на себе. Ну что ж, вот мы и закончили нашу практическую тренировку. Теперь очень бы хотелось с вами поговорить. Скажите, вот я слышала, что в скалолазании для спортсменов главное это сильные руки. Это правда? Ну, отчасти да, потому что основной хват, основная нагрузка идет на руки. Но, тем не менее, человек должен быть гибким. Да? Гибким, выносливым, но и сильные ноги должны быть. И есть моменты, когда гибкость очень много решает, да, когда надо поднять ноги выше. Да? И, то есть мы в основном, на руки идет в основном именно хват, то есть держание своего веса. А вот вы сегодня работали в основном на вытягивании себя, всего своего тела, да, вытягивались. В основном вы использовали именно руки, а надо было использовать ноги, поэтому у вас все очень сильно устали руки. Потому что в основном именно тянулись руками. Ну и первый раз всегда так. А есть такие моменты, вот в народе говорят неповоротливость, да? Если такой человек неповоротливый, очень хочет попробовать себя в скалолазании, как считаете, подойдет ли ему такой вид спорта? Но все равно надо попробовать. Просто может человек просто сильный, руки сильные. Это очень сильно будет ему помогать. Но все равно надо. А как повышает свое мастерство скалолаза? Какие уровни есть? То есть сегодня мы наглядно видели, да, что у вас вот даже эта поверхность, имитация скалы, да? Правильно? Она как бы тоже разных была уровней, от легкого к сложному, скажем, да? То есть чем сложнее, тем поверхность, она от горизонтали в наклон уходит, да? Но сложность, в общем, скалолазание имеет 3 вида. Болдеринг, сложность и скорость. То есть на скорость подъем и сложность — это именно расположение зацепов, да, и болдеринг. Болдеринг поднимается без страховки. Без страховки, наверное, видели, да? Олимпийский вид спорта тоже. И, кстати, у нас в Давсуне построили скалодром, там очень крутой, прям очень хороший болдеринг поставили. А какая максимальная высота? Максимальная высота. Именно болдеринг. Болдеринг, ну, примерно 6 метров. 6 метров и полное отсутствие страховки. То есть, если мы говорим о скалолазании, то можно сказать, что это безопасный вид спорта, потому что присутствует страховка, да, и как бы все равно комфортные условия и прочее. То есть болдеринг, он... Но там именно стелят такие маты, что при падении, в принципе, минимизируется. Да, но тоже смотря как упадешь. То есть он более такой опасный, скажем. Несмотря на то, что высота, она дистанции ниже, чем в скалолазании. Очень интересно. А вот вы сказали, что олимпийский вид спорта, да?
болдеринг. Я правильно называю? Вообще вот скалолазание – это олимпийский вид спорта. В целом, да? Он включен Подгруппы. в Дети Азии. Одна из дисциплин Дети Азии. Поэтому у нас сейчас строятся 2 скалодрома в Якутске. Один на территории парка, да, Узкого парка, и второй в Давсуне. В Давсуне уже почти закончен. А участвовали ли ваши ученики в олимпиадах, турнирах или вы сами, может быть? Наши ребята участвуют в соревнованиях города Якутска, республики. И у нас есть чемпионы города Якутска. И, в принципе, ну и в университете скалодром построен недавно, да и я сам работаю тут недавно, как построили скалодром, да, меня пригласили поработать здесь. То есть ведется сейчас активное строительство новых скалодромов, и можно сказать, что скалолазание набирает популярность, да, сейчас среди молодежи. Ну, желающих, возможно, очень много, потому что, да, мне тоже было очень интересно, это и весело, да, честно сказать. Получаешь такую порцию адреналина, заряд энергии. Но есть ли у этого вида спорта какие-то противопоказания по здоровью? Конечно, да. У нас в скалолазроме сейчас можно заниматься только категории А, это основная группа. Да, у нас занимается 38 студентов секции по спортивному туризму, ну и у нас есть именно работа на скалодроме. Помимо секции спортивного туризма мы занимаемся на скалодроме. И допускается только основная группа, потому что очень большая именно нагрузка идет на сердце, да? Вы уже почувствовали? Да. Это не только из-за Определенно. физических, да? Это и из-за страха, да? Поэтому есть свои противопоказания, высокое давление и так далее. И нарушение опорно-двигательного аппарата. Да. То есть, если вдруг кто-то захочет заниматься скалолазанием, для начала нужно пройти какое-то обследование, и, я думаю, с результатами приходить уже к тренеру, чтобы тренер оценил, да, состояние и сказал, можно или нет. Сейчас начинает набирать популярность пара скалолазания. Да, то есть, и там занимаются люди с нарушением опорного аппарата, например, да. В принципе, скалолазание не имеет границ. Интересно, я когда готовилась, читала, что в противопоказания входит как раз-таки нарушение опорно-двигательного аппарата. Да, причем, но сейчас именно развивается пара скалолазания, и там именно тренируются люди Ограниченными способностями, да? Это очень здорово, конечно, но, наверное, там совершенно другая концепция подъемов, да? Подъемный механизм совершенно другой. Да, уровни сложности чуть другие. Ну, это очень здорово, что данный вид спорта развивается во всех направлениях и доступен для каждого, да, по большому счету. Испытано на себе. Про благотворное влияние скалолазания на физическую составляющую, конечно, можно говорить очень много. Но отметим, да, развитие координации, мелкой моторики, выносливости, ну и включается в работу вся группа мышц. Мне бы хотелось отметить положительное влияние на ментальное здоровье человека. Прошлые трудности после преодолевания собственных страхов кажутся менее значительными, а общее улучшение физического состояния позволяет менее обращать внимание на повседневные сложности и учит не паниковать. Также общая составляющая, да, физического самочувствия хорошего, она, естественно, в положительном ключе влияет на повседневную жизнь, так как ты уверен в своих собственных силах и более спокоен. Ну и, конечно же, занятие скалолазанием очень повышает настроение. Я это только что проверила на себе, поэтому, друзья, любите спорт, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Ну и на этом наша передача подошла к концу. До новых познавательных встреч!